Доброго времени суток, уважаемые телезрители! Сегодня мы находимся в гостях у многодетной мамы, замечательной хозяйки Светланы Чуркаевой. Светлана у нас, как и любая, наверное, хозяйка, мама, очень любит готовить, делает это очень красиво. Если зайти на ее страничку в Инстаграм, то можно в этом убедиться. Помимо этого, Светлана очень любит шить, занимается редизайном мебели и обустройством квартиры. Свою квартиру она полностью вместе с мужем сами, сделали ремонт, украшали, что-то делали для нее. Но сегодня во время разговора мы, собственно, об этом постепенно будем разговаривать. Светлана, здравствуйте! Здравствуйте, Катя! Сегодня мы решили показать нашим телезрителям, как сшить куклу Тильда, да? Очень популярная кукла, причем во всем мире. Вот почему вы остановились именно на этом? Ну вот данная кукла, она популярна на самом деле с 99-го года. Ее придумала норвежский дизайнер Тони Финангер, если я правильно говорю. Когда мы переехали в 2014 году, я наконец-то зарегистрировалась в Инстаграм и увидела, что очень много девушек в Якутске занимаются рукоделием. И на самом деле я тоже в свободное время любила шить и подумала, почему бы мне тоже не попробовать шить игрушки на продажу. Шила котиков, сшила улитку для своих детей, да, но котиков я распродала, один котик остался, где-то должен быть. Вот. А на самом деле вот такую куклу я шила, когда родился мой первый сын, старший сын. Ну, для общего развития, чтобы он не только машинками играл, да, я шила ему вот такую куклу. А также шила инопланетянина, но инопланетянин ему понравился больше. Вот. А эту куклу, получается, он забросил. И спустя несколько лет, в 2018 году у меня родилась дочка, а у сестры родилась племянница. И вот она нашла эту куклу и стала с ней вообще играть, не расстается. Если это эссех, то она берет с собой на эссех. Если это магазин, то она едет вместе с куклой. И вот она меня очень вдохновила, и я решила опять возобновить это шитье и шила для нее на день рождения куклу. Вот. И решила шить также дочери. Вот эта кукла дочери шита. И одну куклу я шила на продажу, предложила, ну, вдруг кому понравится, да. И ее у меня купили, также девочка очень обрадовалась. Вот. Ну и сейчас мы, собственно, будем, да, вот у нас уже есть основа, да? Да, заготовка. Заготовочка. Кукла состоит из тела, руки, ноги, голова. Ну, это моя собственная выкройка. В интернете очень много всяких разных выкроек, но это я прямо из головы взяла и прям вручную, как. Сами на глаз? Да, сама на глаз сделала выкройку, ну, как мне нравится. Вот. Платьишко уже заготовила, и сегодня мы пришьем лямочки. Вот. Ну, всем рекомендую, у кого есть дочери, племянницы, шейте, они очень любят. Моя дочка прям не расстается. Даже когда в тот раз у нас случилось ЧП, я решила постирать куклу, у меня волосы превратились в дреды. И пришлось отрезать, но все равно она даже в лысом виде она хотела с собой взять в садик. Да, и, кстати, очень удобно, да, с ней можно и спать, и таскать ее, если еще натуральные материалы. Ну, есть такое, что у этой куклы нет носа и рта, да, получается, для чего? Для того, чтобы она перенимала настроение хозяина. Если она грустит, то она тоже грустит, если радуется, то тоже радуется. Вот, ну, типа. Психология, да? Да, такая. Ну что ж, давайте приступим, да? Ну, давайте приступим. Предлагаю не откладывать дело. Будем пришивать лямки, да? Да, лямки пришьем. Все вручную делается, кукла шьется. На самом деле очень трудоемкая эта работа. Я одну куклу шью, допустим, вечером в 7 начинаю и не заканчиваю. И на завтра продолжаю там декор, дошиваю, волосы делаю. Все вручной труд. Так. Ну, расскажите нам немного о себе. Вы все равно ведь получали какое-то образование, когда-то работали, да? Я когда-то работала. Я работала, это было, значит, в 2006 году я закончила филологический факультет Якутского государственного университета. И и работала в школе. Потом
у меня родилось подряд почти 2 детей младших. И вот с ними я сижу. С 2014 года не работаю, и вот себя занимаю всем, чем можно. Да, шью, ну вот квартиру обустраиваем. В прошлом году был просто карантин. В школе объявили карантин, и все мы сидели дома, получается. И дети, по-моему, болели и так далее. И я просто для себя решила шить эко-сумку, потому что я за экологию немножко так, да. Я хочу, чтобы было меньше пластика в мире и так далее. И решила начать с себя. Потому что, ну, когда ходишь в магазин, ты постоянно берешь пакеты, и ты дома пакет с пакетами и так далее. Чтобы это уменьшить, я решила шить сумку. И когда я шила, ко мне подошел старший сын и говорит: что ты делаешь? Я шью. И он как будто у него есть желание. Ты хочешь попробовать? Да, очень заинтересовался. Я говорю: хочешь попробовать? Он говорит: да, давай попробуем. И таким образом мы отшили сумки, несколько штук, 5-6 штук, и решили продать. Ну, и он заработает, и я заработаю, да. Решили продать в группе родственников в WhatsApp. Отправили, и эти сумки у нас махом раскупили. И в то время моя... И пошли, наверное, по другим группам в WhatsApp, да? Да, ну вот так, народная молва, да. И еще к тому, что моя сестра работала в то время корреспондентом в газете, и говорит: давайте мы о вас напишем. И попросила, чтобы мы небольшое интервью в текстовом варианте отправили. То есть мы отправили, и как только эта новость появилась в интернете, все паблики подхватили, и мы на завтра буквально проснулись знаменитыми. И на наш инстаграм-аккаунт подписалось больше 1000 людей. И вот, как раз был канун 8 марта, и были заказы, поступили заказы. Актуальное такое время, да? Да. И вот после этого, получается, это был март, да? И в конце марта где-то объявили же карантин. Пандемия началась вообще. Все засели дома. И нам люди подсказали, говорят: шейте маски. Потому что, оказывается, масок не хватало. Мы подумали: ну почему бы и нет? Да, мы все помним это время, когда, да, каждый нуждался. Да. И решили шить маски. Мне сын тоже очень сильно хорошо помогал, шил, делал выкройки, гладил и так далее. Какой молодец. И к нам стали поступать очень много заказов, даже, по-моему, рестораны заказывали. Ну, хотя они и не афишировали, но, по-моему, это была какая-то доставка. И нам даже пришлось нанять работника. Помощника. Да, помощника. Попросили нашу соседку, тетю Настю. Она работает, ну, она швея по образованию. Попросили ее помочь. Мы ей даже оплатили зарплату и так далее. Ну, а потом мы уехали в деревню летом на лето, и вот на этом как бы наша карьера завершилась, можно сказать. И сколько вот масок вы нашли, не считали? Ну, очень много, вообще очень много масок, заказов поступало. Даже за один вечер 200 штук отшивали, да, 100 по 200 штук, и плюс швея нам помогала. Какое благое дело. Да. Ну, думаем, что мы как-то помогли все-таки людям. И по работе помогли, и сберечь здоровье, думаем. А не только на этом заработать. Свою лепту, да. Да, внесли, думаю. Да. И после этого все стали шить маски, там дети тоже стали шить и так далее. Да, я, кстати, знаю, что даже про вас писали в какой-то российской газете. Да, ну да, стали выходить на нас. Во-первых, ну, заказы стали поступать с Москвы, с Калининграда, да, не только мы в пределах Якутии шили, да, продавали. И к нам обратилась корреспондент газеты «Московский комсомолец», по-моему. Да, мы ей тоже ответили на ее вопросы, и в онлайн-варианте вышло интервью, по-моему. Сейчас будем делать волосы. Вот, Катя, я хочу, чтобы вы выбрали. Давайте. Ну, поскольку у нас серенькие уже есть, может быть, попробуем рыжую, да? Рыженькие. Да. Ага, давайте. Так, ну, волосы делаются тоже легко. Значит, вот так вот делаю. Несколько оборотов. Можете придержать тоже, помочь. Так, в прошлом году мы переехали в данную квартиру. Нас 3. До этого жили в двухкомнатной квартире. Нам стало места мало. И тем более дети разнополые, и решили купить вот эту данную квартиру. Так, у вас? 4-комнатная. 4 комнаты. Да, 4 комнаты. И въехали в незавершенный ремонт. И до сих пор продолжаем делать.
Ну, это, по-моему, у всех так, да? Ремонт, бесконечный ремонт, как говорится. И, ну, это ведь здорово. Постепенно вносишь, привносишь. Ну да, по мере вдохновения свою, делаем, по мере необходимости. И причем не надо спешить, потому что квартира твоя, да? Ты уверен, что здесь проживешь до конца, да? Ну, на самом деле это уже у нас 4-я недвижимость. Вначале мы... То есть может и поменяться. Да, конечно, это квартира. Тем более я работала риэлтором. В этом вообще проблемы не вижу. Продать, перепродать, купить что-то новое, переехать и так далее. Мы уже в 4-й раз приезжаем. Вот. Ну, стараемся жить легко, хотя, конечно, устали собирать свои все вещи, да, при переездах. Сначала мы переехали из Алепинского улуса сюда, мужа перевели по работе, а потом с однокомнатной переехали в двухкомнатную, и когда стало уже нас больше, переехали в эту квартиру. Возможно, станет вас и еще больше. Ой, нет. Надеюсь, на этом уже закончим, потому что ну, уже пора думать о себе, о своей карьере, о своей жизни. Детей надо поднимать, обучать всех. А так, сколько вашим деткам? Вот старший подросток, вы сказали, да? Старшему 14 лет, среднему будет 7 лет, садик ходит, и младшей исполнилось только 3 года. Доченька, да? Да, родилась? Дочки. Вот, и скоро Новый год, так что можем что-то вот такое. Что-то новогоднее, да? Да, новогоднее можем внести. На платьишко, да? Да, можно пришить, таким образом декорировать. Хочу обрадовать своих близких. Они очень радуются, когда я что-то шью, когда у меня что-то получается. Вот, наверное, поэтому. И вдохновение плюс у меня. Куколка наша красавица готова. Да. С новогодним таким мотивом, да? Светлана, спасибо вам огромное, что пригласили нас в гости, что рассказали про себя. Желаю вам успехов дальнейших, творческих идей, вдохновения, как вы сказали, да? Я держу в руках необыкновенной красоты куклу от известного кукольного мастера Харчаны Баппагай. Девушку знают сегодня не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами. И сегодня мы с ней познакомимся намного ближе, также с ее замечательными, волшебными, я бы даже сказала, работами. Это было в 2015 году. Тогда моей старшей дочери было 3 годика, и мы с ней часто играли, придумывали разные приключения, творческие занятия. И в один день в поисках новой идеи в интернете я наткнулась на статью про кукольницу, которая вот создавала кукол из фарфора. И я была удивлена, в восторге, как человеческие руки могут сотворить такую красоту невероятную. Меня невозможно было уже остановить, можно сказать. Загорелись, да? Да, загорелась и очень сильно вдохновилась. Это получается уже сколько лет вы в этом деле? Давайте посчитаем, сколько это. Ну, если дочке было 3, да? И сейчас почти 10, почти 7 лет. Да, здорово. Ну, я знаю, что вы готовились, да? И хотела спросить о самой первой кукле. Я знаю, что она здесь. Это просто, ну, как бы историческая, да, кукла, можно сказать. Вы ее сохранили? Да. Случайно сохранили или специально? Специально. Эта кукла мне очень дорога. Вот она такая. Смешная, забавная, пропорции не соблюдены, она не такая правильная, как должна быть, но она мной очень любима. Мы заметили, да, что в куклах ваших такой национальный колорит, дух такой саха, да, можно сказать, что куклы якутские, да, вот как бы изначально это вы решили
делать такие куклы? Я могу лепить кукол любого вида, с любыми чертами лица. Участвовав во многих выставках международных, я заметила, что с азиатскими чертами совсем мало. А я стою, сама азиатка, да, ну, на выставке, и еще представляю вот этих кукол, да, с голубыми глазами. Европейских, ты да, можешь да, сказать, и это смотрится не очень органично. И рассказать я не могу, это же не моя история, да, получается. И, конечно же, я поняла, что мне надо вот своих якутских кукол продвигать. Да. Расскажите, как вы вдохновляетесь? Самое главное вдохновение — это мои дети, которые вокруг меня каждый день бегают и показывают свою богатую мимику, эмоции, и это меня очень сильно вдохновляет. Я пытаюсь их вот лица, смешные, забавные мордашки передать моим куклам. Но еще вдохновение, оно бывает моментальным, каким-то резким откуда-то с неба. Когда идешь, слушаешь музыку, сразу в голове какие-то образы могут возникнуть. Если даже читаешь книжку, какой-то персонаж может понравиться. Вот так. А музыка какая? Какие-то якутские песни? Музыка совершенно разная, но в основном классика. Я классику люблю, и дочь моя старшая любит. Она самоучка, играет на синтезаторе, и вот она: мама, послушай вот это, вот это. Вот. А самая любимая кукла у вас есть? Или была, да, вот как раз одна из первых кукол, которую я слепила в 2016 году, это шарнирная кукла, портретная моей старшей дочери. То есть я вдохновлена была ваша, образом, да, моей дочки. Она полностью шарнирная, то есть подвижная, все суставы подвижные, и у нее даже есть летний аутфит. Платьишко. Да, можно по настроению менять, по сезону. Красота. А как вот получается передать вот эмоциональный какой-то характер куклы? Вот они очень реалистичные у вас, да? Я люблю изучать лица людей, черты. Даже вот когда разговариваю, неосознанно уже начинаю изучать лицо человека. Мне интересно строение костей, вот черепа. И тоже это как игра, как, не знаю, как приключение. Задача передать какую-то сложную мимику, например, вот этим куклам, да? 3 эмоции у нас да, тут. с помощью глины передать вот такую живую эмоцию. Мое вдохновение моим же образом из детства. Так у меня здорово. есть фотография черно-белая, где я сижу и убаюкиваю крольчонка. Кролик уснул на моих руках. Все было нормально, никто не пострадал. И вот когда я обаюкала, и кролик засыпал, мой отец, он увлекался фотографией, и тайком он сфотографировал. Вот это я прям помню вчера. И эта фотография мне очень дорога. Это этот момент теплоты, чуда. Это же чудо, когда на руках у ребенка засыпает живой кролик. И куклу я слепила для своей семьи, чтобы мои дети любовались и знали, что, допустим, если я постарею, и сами понимаете, что естественно бывает, и они смотрели, умилялись и вспоминали о своей маме, например. А вот это? А это портретная кукла моего отца. Тоже очень красиво. Да, якутский охотник. Над аутфитом, нарядом, да, работала моя мама. Потому что она знает, как охотники одеваются, изучает историю. Вот, даже вот эту шапочку она своими руками сделала. Это прям как настоящая, да? Кукла полностью шарнирная, тоже подвижная, можно позу менять, он может сидеть, как-то вот двигать руками. Вот у него снеговые очки из серебра тоже сделал. И прям настоящее серебро, да? Да, мастер из Якутии.
Вот. У него все атрибуты, лук. Все, что надо охотнику. Вот. Лыжи, он стоит на лыжах, обратите внимание. Снеговые такие, тут мех есть, все как полагается по Всё как правилам. положено. Да, вот варежки. Тоже останется в памяти. Мои дети обожают своего дедушку и ждут каждый год лета, чтобы присоединиться к сенокосу. Моя Так. старшая дочка, она с 5 лет, Да? да, ходит Ага. с ним. И вот эти мошкара, комары ее вообще не волнуют. берут. Да. Да? Надо Она же. и не плачет, не капризничает. В перерывах у нее есть книга «Насекомые Якутии». Она с этой книгой ходит и изучает вот эти Да. насекомые, записывает у себя в блокноте. Вот, у них такой тандем. Это у ваших детей уже, наверное, в крови Наверное. передается от предков. Верно. Наверное. Ну вот раз уж мы заговорили о семье вашей, да, расскажите немного о себе. У вас очень интересное имя, фамилия, что они означают, откуда вы? Если взять мою фамилию, это фамилия моего дедушки, чем я очень горжусь. Фамилия колоритная, красивая. И когда, например, я участвую в каких-то выставках, всегда спрашивают, а что означает ваше имя, фамилия? И Как переводится? да, я говорю гордо, это ладошка медведя. Она смертельно захватывает и не отпускает, как и я вот взялась за это творчество и никак не могу отпустить. А имя буквально переводится как Снегурочка. Вот. И когда я родилась 4 мая, выпал пушистый снегопад, и этим мои родители тоже обрадовались и сказали: Харчана. Как знак, да? Да, Харчана же родилась. Да. Вот. Ваше имя вам помогает как-то в жизни? Как-то олицетворяет ли вас вообще? Да, очень помогает выделяться. Если бы я была, например, Просто Катей. Да. Было бы странно на выставках, я вот про выставки опять возвращаюсь. Почему ты Катя? Ты же не Катя, сказали бы, да? А когда у тебя такое национальное имя, то уже... Запоминается, да, уже интерес какой-то отдельный, да? Постоянно ездите на выставки, да? Это как-то вот по приглашению, это ваша инициатива. Что это за выставки? Где они проходят? На выставках я начала участвовать уже в 2016 году, кажется, насколько я помню, в Москве. Это была первое мое участие на выставке. Это бал кукол на Тишинке международного класса. И я была, скажем так, в шоке от количества мастеров из разных стран. Масштаба, да? Масштаб такой был просто невероятный. Я там познакомилась с другими мастерами, они делились своим знанием, никто ничего не скрывает, не секретничает. Подходят, спрашивают, откуда я, как я здесь вообще попала. Вот. И это тоже меня очень сильно, скажем так, дала мне надежду на то, что это не просто такое хобби, да, детское, а это профессия. Серьезно. Да, там серьезные коллекционеры ходят, выбирают кукол, и вот все эти мастера, они такие классные, у всех вот детская душа сохранилась, они такие веселые, хохочут, веселятся. И мне это очень понравилось, это моя атмосфера. А где вот, в каких странах, если вот прям можно перечислить, ваши куколки имеются? Ой, я вот вчера как раз думала, это Казахстан, это Израиль, Бурятия, во многих городах России. А как можно приобрести? Это вот нужно как-то заказать у вас заранее или где-то вот определенно выставлены? И я продавала кукол, когда участвовала на выставках, вот когда коллекционеры ходят и уже покупаю. А так, если я нигде не участвую, то через
Инстаграм. Я долгое время вот именно портретными куклами над заказами работала. Но это очень сложный труд. Это долго, и вся моя душа опустошается потом. И надо потом восстановиться. И поэтому я сейчас сделала перерыв и попробовала вот новые куклы отливать. И есть цель сейчас продавать их на разных маркетплейсах. Попробовать. А вот люди прям просят портретные, то есть Да. себя, детей своих, да? Ага. А вот чтобы сделать портретную куклу, вам нужно увидеть человека вживую или достаточно фотографий? Да, достаточно качественных фотографий спереди, сбоку, с разной мимикой. То есть профиль, Фотография ванпас, да? аутфита и желательно видео. Но видео редко кто отправляет, поэтому работаю над тем, что имеется, как говорится, и это очень сложно. Попасть вот в этот характер человека, но все довольны. Довольны. Я не сомневаюсь. А насколько такие куклы хрупкие? Если, например, вот этих кукол взять из пластика, они очень прочные, и никогда с ними ничего не случится. Вот. А если брать вот из холодного фарфора, из глины, они достаточно хрупкие. Фарфор, Их детям лучше не давать, потому что ребенок может уронить, и кукла треснет. Потом надо опять восстанавливать. Ой! Вот. Так, паричок отлетел. Паричок отлетел. Ага. Ну вот мальчика, которого я держала в самом начале нашей передачи, вы говорили, что вот этот мальчик прямо всем очень понравился, вашим подписчикам, все на него обращают внимание. Расскажите о нем, кто он? Да, Ваших это подписчиков. мальчик немножко похож на моего сына. И летом, когда мы отдыхали у родителей в деревне, он все время вот такой ходил, в трусах, в майке, и терял меня и плакал. И я тоже захотела вот впечатлить такую мордашку сладкую. Вообще хочется прям его так пожалеть, да? Была идея продать, даже спрашивали люди, сколько стоит, продаете ли. И старшая дочка: не смей продать, это же как Даянчик. Вот. Харчана, наверняка вы слышали о том, что вот, часто так говорят, что художник, он рисует, творит вот под себя, как будто рисует себя, свое лицо. Вот вы с этим согласны? Похоже ли? Я согласна, потому что когда ходишь по выставкам кукольным, сразу видно, чья это работа. Да? Все куклы похожи на хозяев. Похожи. Да? Они отрицают, но это видно. И даже моих кукол, если взять, они чем-то все равно похожи на меня. Даже вот ее взять, да? Чем-то она на меня похожа. Да. Вот, и это я думаю, потому что человек, каждый человек, вы, я, да, чаще всего смотрим на себя в зеркало, мы ощупываем, мы знаем себя как 5 пальцев, и это неосознанно все равно передается в моих работах. Вот если взять живописцев, да, они же рисуют эмоциями, и они передают свой характер. Я так считаю. Да, я согласна с вами. Харчана, огромное спасибо, что нашли для нас время. Наконец-то мы с вами познакомились. Я думаю, что это будет наша не первая встреча. Мы с вами обязательно еще пообщаемся и познакомимся с вашими новыми работами. Я хотела бы вам пожелать вот вашего, не терять вот этой вашей энергии, желания творить, да, создавать. Желаю вам вдохновения. Пусть скорее растут ваши дети, да, и пусть обязательно вот ваши цели будут достигнуты. Спасибо вам. Спасибо большое. И всем всего хорошего. Занимайтесь творчеством и радуйтесь этому. Спасибо. На этом наша программа подходит к концу. До встречи.